Не оплачено? Да. Есть пряники, которые стоят 44 рубля у нас. Сладкий вечер Тимуру Зиганшину омрачил бдительный администратор магазина. Молодой человек рассказал, в магазине взял бодрящий напиток, слойки и пряники. Рассчитаться за товар решил без помощи кассира. На дворе 21 век, и кассы самообслуживания дошли и до магазинов у дома. При выходе его задержал администратор торговой точки. У меня не оплатил товар, меня тут, задержали, не задержали. Уверяет, что не знал, что пряники фактически крадет. Расплатился бы из-за них, но, говорит, не сработала касса, и его вины в этом нет. Умысла красть не было. Так посоветовали говорить юристы. Вот аппарат, который у них новый поставили. Не пробил, я прошел кассовую, не прошел, еще не задерживают. Сотрудники магазина говорят, таких случаев в день десятки. Умысла нет ни у кого, а убытки покрывать администратору. За 2 часа до этого молодого человека за сладостями заходила девушка. Девчонка берет 3 булочки, 2 оплачивает, 3 не оплачивает. Все видно, что специально делает. И бегом-бегом уходит с магазина за 17 рублей. И таких случаев очень много. И вы бегаете словами, умысла украсть не было. Да, у них у всех нет. Вот человека поймали, тушенка была за 75 в кармане, извиняюсь за выражение, прямо скажу, огурец засунул в трусы, огурец. Выходит, я, говорит, забыл. Ну как можно в трусы сувать огурцы? Вот мне скажите. И потом сказать здесь на входе службе безопасности полиции, то, что ты забыл оплатить. Они все забывают оплачивать. Отпираться молодой человек не стал и сразу оплатил пряники. Второй раз сделать это у него получилось. Все покупки и оба чека он и предъявил прибывшим на место сотрудникам полиции. Потом на данный момент вы оплатили. Не оплачено все, да, умысла уходить и воровать товар не было. Реально. Да, все, опять позитивно. После того, как молодой человек написал объяснение, его отпустили. Ущерба торговой точке он не нанес, и претензий со стороны работников супермаркета к нему больше не было. Айгуль Бадрудинова, Константин Бушуев, Вызов 112.